Москвы. Третий вопрос повестки дня – качество управления государственными активами. Речь шла о том, какую зарплату назначают себе руководители национальных компаний, институтов развития и акционерных обществ с преобладающим участием государства. Приведу в пример лишь один факт. Как выяснилось, президент акционерного общества «Казахтелеком» получает ежемесячно $365 тысяч. И это не учитывая специальные ежегодные премии в $2 с лишним миллиона. $365 тысяч в месяц. От каких показателей? Казахстан за 5 лет удвоил свою экономику, развивается 9-10%. Так я какой бонус должен получить? А вот дальше пойдем, некоторые вы записали туда телефонные разговоры, питание, там это ж прачечное, бессовестные вообще. Шалгымбаев, президент Банка развития Казахстана, Хамбар Шалгымбаев, получал $100 тысяч в месяц, его заместитель 40 тысяч. У бывших нынешних руководителей Казпочта среднемесячная заработная плата по сравнению с 2005 годом выросла более чем в 2 раза. Кто сейчас Казпочта? А чем ты от Аркена Арстанова отличаешься в 2 раза? Объясни мне. Чем отличаются? За что ты себе в 2 раза увеличил после того, как он ушел? Среднемесячная заработная плата в этом году руководство только созданный холдинг «Самрух» $34 тысячи США. И его заместители $32,5 тысячи США. Президента Казтелекома снять с работы, поручаю тебе, Данил. Немедленно. Не имеет он морального права работать. После того, как выплатит все. Всем обнаглевшим дать предписание вернуть деньги. Самим. Кто не вернет, отдельный список. Опубликовать печати, а потом будем вести расследование в законном порядке. Поручения, которые дал президент по итогам заседания, должны быть выполнены в срочном порядке. Глава государства взял их под личный контроль.